Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Это обращение к русским шовинистам и нацистам, а также братьям-мусульманам. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Меня, как и всех других мусульман, глубоко возмутило выражение этих нацистов, имперских шовинистов. Постройка мечети они назвали осквернением. И в связи с этим я решил тоже вставить свое слово. Во-первых, осквернение – это не вовсе исламская чистая мечеть, куда мы обувь не носим. Осквернение – это ваши притоны, ваши бары всякие, не буду их всех называть. Осквернение ваш образ жизни, который вам, якобы вы православные, вам запрещает ваша же Библия, ваша святая книга. Вино, алкоголь запрещает вам ваша же Библия. Второзаконие 7:13, 33:28, Псалтырь 103:15, Исайя 55:1. Это запрет на вино, на алкоголь. Где вы это употребляете? Где вы, то есть, это соблюдаете? Вся ваша жизнь построена на алкоголе. Вы всему миру известные алкоголики. Второе. Ваше осквернение своей же религии. Это запрет на свинину. Вы же едите ее. В Библии тоже запрещает свинину. В книге Левит, глава 11, стих 7-8. И где это ваша святыня? Вам, если бы у вас была бы совесть, мораль и человеколюбие, вам было бы стыдно назвать это строительство мечети осквернением. Но преобладает, зашкаливает ваше шовинистическое, националистическое нутро, нацистское. Вот это преобладает над вами. И из-за этого страдает весь этот мир. Вы вынуждаете вот так вам отвечать своим, не знаю, как это, даже слов нету на вас, на ваше бесстыдство, на вашу аморальность. Говорите, будут там насиловать ваших девушек. Вы сами насилуете себя. Сотнями каждый день вы убиваете своих детей, женщин, девушек, насилуете их. Но об этом вы не говорите, не показываете. Правда, Малахов немножко боролся с вами, с этим вашим ужасами, с этими. А испорченный из нас – это результат вашего управления. Как вы себя ведете, так и ведут некоторые из нас, хотя мы это не приветствуем, мы это осуждаем сами. Недостойное поведение своих людей, где бы они ни были. И второе, о вашем шовинизме. Закостенелый, утвердившийся шовинизм у вас сидит в головах, в мозгах, в костях, по всем клеткам. Заражены вы этим шовинизмом имперским, нацизмом, великорусским нацизмом. Хотя на самом деле все у вас гнилое и пустое. Вот, к примеру, возьмем вот мечети, да? В Москве всего 4 мечети. Сколько там? Миллион, не знаю, около 20, не знаю точно. Но больше 15. Читал я цифры. И более миллиона мусульман.
и всего 4 мечети. Не хватает для молитвы мест, и люди молятся по проспектам, по улицам, под дождем, под снегом. Вы же это сами видите. И то выделили место за городом, в поле, это у вас оказывается святыня ваша. Вы сами оскверняете эти ваши святыни этой же водкой, это же свининой, которая вам запрещено. Но вам это не понравится. Вы это не примете, потому что это ваш образ жизни. Жить не по закону Божьему. Это ваш образ жизни. У вас 3 башка. Водка, ограбление народов и закабаленение других народов. Вот у вас 3 башка. И обращайте, конечно, своего правителя, какой бы он ни был. В Лондоне десятки раз меньше людей и мусульман, 60 огромных больших мечетей. Вместе с маленькими маленькими мечетями, комнатами, их более 350 в Лондоне, в одном городе. В Берлине 98 мечетей. И вы еще имеете совесть говорить, что мечети хватает в Москве? Сами же вы по всем завоеванным странам, народам построили свои церкви в центрах столиц. И вам никто ничего не говорит, потому что Божий храм – это Божий храм. Мы, мусульмане, относимся очень тщательно, бережно. Вы оскорбляете нашего пророка, нашего Создателя, хотя он общий у нас. Но мы вам этим не отвечаем, потому что мы придерживаемся святыни. Мы не будем оскорблять святых людей, опускаться на ваш низкий уровень. Поэтому мы не отвечаем вам также этими оскорблениями на ваши религиозные чувства. И, наконец, должны понимать оккупированные народы России, Российской империи, что им не место в этой империи, пока они не обрусеют все. И все к этому ведется и идет. Целенаправленная ассимиляция идет по всем народам, по всем направлениям, начиная со школ, с запретом языков. Чтобы сохранить народ, хотя бы школы должны быть на родном языке, а их нету нигде в России. Запрещено все. Были и те закрыли. В общем, на эту тему говорить очень много. Я выразил вам свой протест против вашего кощунства имперско-шовинистического нацизма. И пока вы это не поймете и не откажетесь от этой своей дури, никогда вам счастья и процветания не видать. Хотя мы не желаем вам ничего плохого. В общем, всего хорошего, всем людям доброй воли. До свидания. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху всем мусульманам.